Спасать свою жизнь от внезапно появляющейся большой воды жители улицы Титова вынуждены только за это лето четырежды. И каждый раз, говорят они, вода наносила серьезный ущерб, уничтожала все, до чего могла добраться. Семья Акаба не смыкала глаз всю ночь. Вода залила сначала первый этаж, а потом пробралась и на второй. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии не стал дожидаться помощи. Вдвоем с супругой, закатив рукава, они начали очищать двор и дом от ила, пока он не высох. Я уже здесь 16 лет живу, такое я не видел. Были наводнения, терпимые какие-то были, да, ущербы были, все, вот в этом году 4 раза уже. 4 раза. Все своими силами. Это проспект Аяйра. Вода уничтожила недавний ремонт и заставила многодетную мать покинуть дом. Самому младшему ребенку всего несколько месяцев. А в этот дом хозяева не могут попасть с ночи. Все попытки вычерпать воду не дали результатов. Ее уровень повышался с каждой минутой. Вскоре вода заполнила весь двор. Еще вчера к этому дому можно было подъехать на обычном транспорте. Теперь здесь огромные ямы. Вода подняла асфальт, а заодно и автомобиль, который позже хозяевам пришлось снимать с железных перекрытий. Уровень воды поднялся выше 2 метров. Поток снес забор и затопил первый этаж. И за 15 лет, такое именно как сегодня, это первый раз такое сильное. А так каждый, любой ливневый дождь, всегда вот эта ливневка заполняется водой. И сюда и мэр города здесь был, и Лабахова был, и Харазия был, и Антипкин, и Тёпина. Всех сюда приводили, но безрезультатно. На улице Эшба поток смыл дорожное покрытие. По словам жителей, вода из водохранилища, которое расположено сразу за этим лесом, вытекает часто, а во время дождя и вовсе превращается в бурный поток. Люди просят городские власти помочь техникой. Грейдер, трактор и многое другое необходимо, чтобы очистить дорогу от наносов. Жители улицы Бегой не раз обращались к городским властям с просьбой очистить русло реки от наносов. Их мольбы не были услышаны, и вода из реки вновь пришла в дома. Вот заливает с этой гнилушки, как хороший ливень, у нас постоянно заливает. Но в этот раз очень сильно залило. Я помню, еще в 95-м, наверное, вот так было. Но в этот раз очень сильнее пошла вода. Это, видимо, вот не чистится же, все заросло. Мы, когда имели возможность, нанимали, чистили. Нету, вот людей нет у нас. Что у нас соседи? Раз-два и обчелся. А это очень дорого нам обходится, это гнилушку эту чистить. Так что я не знаю, что мы будем делать дальше. Оба автомобиля, вся мебель, да и сама кухня были погружены в воду. Поток был настолько сильный и быстрый, что спасти хоть что-то из домашнего скарба людям не удалось. Вроде чуть-чуть была вода, а потом резко все прям до окна залило. Я уже боялась, что через окно вода пойдет. Внутрь кухню зашла вот так вот по грудь прямо. Все затопило, и даже в холодильнике продукты все затопило. Нечего кушать сейчас. В новом районе многоэтажка лишилась крыши. Потоки ветра сорвали ее среди ночи и скинули во двор, аккуратно припаркованные автомобили. Семья Гогия чудом избежала трагедии. Вода в дом хлынула мгновенно, и они не знали, за что браться в первую очередь. Позже до них дошло. Спасать нужно детей. Это так быстро происходит, в течение 5 минут это так быстро поднимается. Вот стоишь, уже вода заходит со всех дырок. Вот, и начинает топить. Вот уровень уже поднялся вот до такого, да. У меня дети здесь остались, я их еле вывела. Вчера вообще даже не знала, как вот уже еле вывела. Не знаю, уже плавали, ходили. Хотя это наводнение далеко не самое мощное в истории абхазской столицы, его уже назвали серьезным климатическим феноменом. Сильный ливень обрушился на Сухум ночью, из-за чего вышли из берегов несколько рек. За пару часов в столице выпала примерно половина месячной нормы осадков.
Нис Фаршба, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение.